Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. Башкирский этномиссионер Азат Бердин взялся за обесмысливание результатов переписи, проведенной в Башкортостане в 1989 году. Результаты этой переписи очень важны для татарского мира. Специалисты считают эти результаты одними из самых объективных. Полученные цифры о численности татар у нас вызывают доверие, потому что тогда советская татарская интеллигенция Башкортостана смогла наконец достучаться до высших органов власти Советского Союза и рассказала о всех крайностях проявления башкиризации, которая была направлена в отношении татарской части Башкирии. Напомним, что по переписи 1989 года в Башкирии проживало 1 миллион 120 тысяч татар. Башкир насчитывалось 863 тысячи, а русских было 1 миллион 548 тысяч человек. Тогда башкирские националисты в высших эшелонах власти Башкортостана увидели, что по результатам этой переписи татары численно находились на втором месте, тогда как башкиры на третьем. И результаты известны. Да? Произошел резкий, не обусловленный никакими демографическими показателями. Скачок татар, падение башкир, так что татары вышли на второе место, в республике Башкирия на третье. И, соответственно, такой когнитивный диссонанс, такая интересная психологическая травма у башкирской интеллигенции по этому поводу, когда они вдруг неожиданно оказались без всякой войны, без всяких пертурбаций, совершенно, казалось бы, спокойном состоянии, когда они были рады социалистической нации, вдруг в таком очень зыбком положении в своей собственной республике. Этномиссионер Азат Бердин считает, что татары специально выпячивают именно эту перепись наряду других переписей, которые были проведены в Советском Союзе. В татарской публицистике принято выпячивать именно перепись 1989 года по совершенно непонятным основаниям, как единственно правильную перепись. Оно и понятно, поскольку если начать ее сравнивать со всеми остальными предшествующими и последующими переписями, она резко выбивается из них. И, казалось бы, по чисто научным критериям, мы должны, наоборот, признать какой-то аномалией именно одну выбивающуюся перепись, а не все остальные. Но этого не происходит. Не такая уж и аномальная эта перепись 1989 года. Например, согласно переписи 1979 года, в Башкирии проживало 940 тысяч татар и 935 тысяч башкир. Разница всего лишь 5 тысяч в пределах статистической погрешности. Но вот по переписи 1970 года в Башкирии проживало 944 тысячи татар и всего лишь 892 тысячи башкир. Разница более чем в 50 тысяч человек. Существенная цифра, вы не находите? Переписи 1939 года и 1959 года тоже говорят о численном перевесе татар в Башкортостане. Почему же в 1989 году башкиры записали так мало? Этномиссионер Азат Бердин все объясняет путанно и витиевато. Но мы разобрались. На самом деле Советский Союз конца 80-х годов, находящийся в преддверии своего развала, своей политической агонии, в период перестроечных шатаний, турбулентности, вдруг решил наказать башкирский народ. В 1989 году там был не просто административный нажим, он был совершенно беспрецедентным. Потому что, смотрите, в 1988 году Башкортостан, советский Башкортостан, прибыла партийная комиссия уровня ЦК. Это совершенно беспрецедентно. Это даже сейчас такого ни разу не было, даже, скажем, при номенклатурном перевороте и 2010 года, и вот 2018 года такого не было, чтобы открыто пришла с самого верху партийная комиссия. Причем комиссия разгромная, по сути. Егор Лигачев, который тогда был одним из первых номеров партии,
Я даже не знаю, с кем его сейчас можно сравнить. Ну, с Дмитрием Медведевым, наверное. Вот. Во всеуслышание указал, что в Башкирии осуществляются перекосы в национальном вопросе. А какие перекосы? Башкиризация. Почему, по словам Бердина, советской власти не нравился Муртаза Рахимов, руководитель Башкортостана? Поэтому башкирский народ и был наказан, и его переписали в меньшем количестве, чем татар. И поэтому тоже Рахимов никогда так и не мог показаться для Москвы своим. Хотя уж, казалось бы, куда лояльнее его. Как бы он ни старался, он все равно человек другого плана. Чем Шаймиев, вот, который всегда казался руководителем более современным. Не только потому, что он действительно из более высокой страты, он из партийных руководителей, а Рахимов из кратных директоров. Ну и вот по этой причине, что Рахимов представить, хочет он или не хочет, он представитель более традиционного в глазах истеблишмента, этноса, менее годящегося для перестройки. А значит, этот этнос лишается определенных преференций в глазах. Вот. И значит, вот эту советскую Башкирию, грубо говоря, не жалко. Заумствования башкирских этномиссионеров не знают границ, но нам их читать смешно и забавно. Продолжаем следить за ситуацией вокруг юртовских татар Астраханской области. Оказывается, на просторах YouTube есть канал нагайского активиста, который именуется Беклярибек Бек. Блогер, называющий себя дагестанским нагайцем, обсуждает с комментаторами вопросы и темы, которые касаются тюркских народов России. И не только. Мы бы никогда не обратили внимания на этот YouTube-канал, если бы не заметили, что блог Беклярбека — это еще и своеобразная медиаплощадка для башкирских этномиссионеров. Но вернемся к нагайцам. Блогер вместе с неким комментатором Амиром Мусаевым прокомментировал ситуацию с юртовскими татарами. Их рассуждения у нас вызывают опасения за судьбу многонационального народа Астраханской области и за мир в этом регионе. Эти комментаторы даже не гнушаются манипулировать высказываниями Владимира Путина. Амир Мусаев на полном серьезе заявляет, якобы Владимир Путин сказал, что все народы России — это коренные народы России, и что среди них есть корневые народы, и корневые народы находятся выше, чем коренные. Народ, который вот, так скажем, живет в этом регионе уже испокон веков, есть такое понятие. Я не помню, в каком году, но была произнесена такая фраза нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, что в России все народы коренные, все. Но он сказал следующую, ну, добавил там, но говорит, еще есть корневые народы, те, кто живут в этом или том регионе испокон веков. Понимаете? Вот как раз к юртовским нагайцам это и относится. Это один из корневых народов Астраханской области, Астраханской, вот Низовьев Волги. Поэтому, ну, если он не согласен с репликой, ну, со словами нашего президента, это его проблема. Когда, где и при каких условиях Владимир Путин заявил об этом, Амир Мусаев не уточняет. Мы нашли самые свежие высказывания Владимира Путина о коренных народах России. 29 ноября 2019 года Совет по межнациональным отношениям при президенте России раскритиковал законопроект о коренных народах России. Согласно этому документу, если человек называется определенной национальностью, то он имеет право на кое-какие бонусы от государства. Было признано, что этот документ противоречит Конституции России. Ни о каких корневых и особо коренных народов России Владимир Путин не говорил. Более того, Владимир Путин говорил, что национальность не так важна, как прописка на конкретной территории. Отметим, что положение о коренных народах для юртовских татар стало важным, потому что нагайские общественники их пугают
Если юртовцы запишутся татарами, то они становятся пришельцами в Астраханской области. Блогер Беклярий Бек и Амир Мусаев покушаются на дружественные отношения между братскими народами, татарами и нагайцами. Более того, они покушаются и на новые поправки в Конституцию России. Напомним, что по этим поправкам у нас в стране есть только один государствообразующий народ. Ни татары и ни нагайцы к этому народу не относятся. Поэтому Астраханская область – многонациональная область, и все народы, которые ее населяют, имеют равные на нее права. А мир между этими народами важен и ценен. Бұл бүгін түгіл, кеше түгіл, ғасырлар бойы бара тұрған. Мен өзімні кімге, қайсы тарафқа яуыштыраға тиірсің. Әне яғы яртысы йырт ноғайлары, яртысы қарағаш. Әті яғы йырт татарлары, Тазан татарлары, мишәрләр, нәрсәгенә юк иде. Плавильный котел, Астрахань шыннан да бер плавильный котел булган. А каналу с явным провокационным контентом, с оскорбительными обращениями и выпадами в адрес тюркских народов России мы хотим пожелать тактичности и не сеять вражду. В мире и в России бушует паника вокруг коронавируса. Людям сложно разобраться, что же на самом деле происходит. Граждане теряют доверие друг к другу с каждым чихом и кашлем. Что же должно объединить людей? Как вариант, в России должны отпраздновать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Память об этом историческом событии скрепляет народы России. Каждый народ Советского Союза внес свой вклад в победу. Но в руководстве Первого канала почему-то решили иначе и расковыряли исторические события 500-летней давности, показав якобы документальный фильм о взятии Казани в 1552 году. Сюжет о взятии Казани вошел в цикл передач «Великие победы России». Татары справедливо относятся к событиям 500-летней давности. Они с грустью рассуждают о взятии Казани как о ликвидации нашей национальной государственности. Но в то же время, по словам казанского историка Раиля Фахруддинова, татары живут настоящим и дорожат будущим. Батый, он в истории татарского фольклора, в общем-то, положительный. Но для русского народа это отрицательный герой, мы это тоже понимаем. У нас тоже были некоторые горячие головы. Почему бы памятник Батыя в Казани не установить? Мы это даже не обсуждали. Потому что для нас будущее Татарстана, так же как и будущее России, оно превыше всего. Для татар важно сохранение мира и дружеских отношений с соседними народами. Российский интеллектуал Гейдар Джемаль обращался к татарам и просил не зацикливаться на событиях 500-летней давности. Сделать объективный фильм о взятии Казани в 1552 году, не принижая ни русских и ни татар, можно. Было бы желание. Для этого не нужно представлять средневековые события как борьбу праведных и добрых сил с силами тьмы и зла. Увы, но именно таким образом в документальном фильме предстает светлый образ московского государства и темный лик Казанского ханства. Было бы проявлением уважения к казанцам, если бы авторы документального фильма раскрыли, каким ведущим и развитым средневековым государством было Казанское ханство. Тогда покорение ханства московским княжеством подчеркнуло бы значимость и силу самого московского государства. Но нет, авторы фильма решили нарисовать демонический образ государства казанцев. Авторы документального фильма упрекнули Казанское ханство в увлеченности работорговлей, в нахождении под влиянием Османской империи и в частых грабежах земель московского государства. Казань. Мощная крепость, оплот татарских ханов,
которые уже многие годы промышляли грабительскими набегами на русские земли, угоняя тысячи людей в рабство. Губительные набеги татарской конницы вынуждали держать на казанском направлении тысячи ратников, что наносило немалый урон московской казне. Казанское ханство, Астраханское ханство – это были оплоты политического, в первую очередь, ислама, то есть проводниками влияния Османской империи, которая таким образом выходила на Волгу. В целом, объединять народы России событиями Средневековья, когда государства развивались либо войной, либо торговлей, затея сомнительная и даже вредная для нашего государства.